мудрецы и чай. С глотком напитка во рту думай, что скажешь. Слава Иисусу Христу! Привет, друзья! Меня зовут отец Андрей Буйнич, я священник Белорусской греко-католической церкви, а вы смотрите видео-плейлист о катехизисе католической церкви. Тех, кто впервые сегодня нас смотрит, предлагаю начать с первого видео в этом плейлисте, а всем остальным добро пожаловать. И прежде чем мы начнем, я советую вам запастись тетрадью и ручкой. Зачем, спросите вы? А дело в том, что мне кажется, что ведение конспекта – это отличная привычка, которая ускоряет присвоение знаний в любой сфере. Записывайте в него все, что покажется вам интересным, а также ваши мысли на данную тему. Итак, ребята, продолжаем изучать катехизис «Христос наша Пасха». А благодаря ему и католическую веру, католическое мировоззрение. В этом видео я расскажу о двух вещах. Первое – это структура нашего катехизиса. Второе – это откровение Бога. Когда я только начинал быть практикующим христианином и начинал постигать азы учения католической церкви, то одна мысль меня особо будоражила и восхищала. А именно, я восторгался тому факту, что католическая церковь желает отдать Богу все. Она не ограничивается лишь наставлением молиться в храме и дома, но утверждает, что это всего лишь начало. Христианину нельзя отдать Богу только часть своей жизни. Быть христианином означает быть им все время. И в храме, и дома, и на работе, и в гостях у друзей. Структура нашего катехизиса отражает это всеобъемлющее желание отдать Богу все. Поэтому наш катехизис состоит из 3 частей, которые стремятся охватить все проявления жизни христианина в этом мире. Итак, мы имеем дело со следующими частями. Вера церкви, молитва церкви и жизнь церкви. В первой части «Вера церкви» мы сконцентрируем наше внимание на догматическом учении, постараемся ответить на вопросы об откровении Пресвятой Троицы, Христе и Церкви. Во второй части «Молитва церкви» мы узнаем о роли молитвы и богослужения, а также о таинствах церкви. Третья часть «Жизнь церкви» поясняет духовно-моральное, а также социальное учение церкви. Что ж, лично я бы поспорил с таким делением, но пока что не буду. Мы поймем плюсы и минусы структуры нашего катехизиса после того, как пройдем дорогу изучения его до конца. Итак, приступим к рассмотрению первой главы. Первая глава первой части катехизиса «Вера церкви» называется «Откровение Пресвятой Троицы». Знаю, что это слово «откровение» большинству из нас ничего не говорит, точнее говорит, но совсем не то, что должно было бы говорить в нашем случае. Откровение ассоциируется у нас скорее с откровенным разговором, чем с открытием сокровенных знаний. А в данном случае дело обстоит именно так. Откровение – это открытие. Таким образом, можем иначе прочитать название первой главы. Открытие Пресвятой Троицы, а точнее открытие, которое делает для нас Пресвятая Троица. Да, простят меня специалисты, что я так праздно обхожусь с богословской терминологией, но, по-моему, это гораздо понятнее. Итак, наш катехизис в первом же предложении поучает нас. Вера церкви основывается на божественном откровении. В этом откровении невидимый Бог от полноты своей любви обращается к людям, чтобы призвать их к общению с собой. Богу в его благости и премудрости угодно было явить самого себя и открыть тайну своей воли, в которой люди через Христа, воплотившееся Слово,
имеют во Святом Духе доступ к Отцу и становятся причастниками божественного естества. Здесь, друзья, я предлагаю нажать паузу и еще раз обратиться к данному тексту, чтобы вполне его осмыслить. В этой цитате ключевые слова «обращается к людям». Нет такой другой религии, как христианство, в которой Бог обратился бы к людям так, как христианский Бог. И в большинстве религий не Бог открывается человеку, а сам человек ищет Бога. И по мере своих сил пытается Бога настичь и постичь. А так вообще можно сказать по-русски? Другими словами, почти каждая религия представляет Бога этакой горой, на которую пытается взобраться человек с целью его познания. Но, увы, гора эта неприступна. Никакая аскеза и дисциплина нам в этом не поможет. Бога нельзя постичь исключительно своими силами. Что же делать? Как же быть? Ответы нам дает как раз-таки христианство. Бог, прекрасно осознавая, что человек не в состоянии его познать, решает сам ему в этом помочь. В христианстве не только человек взбирается на упомянутую гору, но и сам Бог, и прежде всего Он спешит навстречу человеку. Есть один неопротестантский пример, быть может не слишком идеальный, но вполне иллюстративный. Представьте себе муравейник, который находится в лесу. И вот этот лес начинает гореть. Как предупредить муравьев об опасности? Кто любит загадки, может нажать на паузу и подумать. Что ж, ответ прост. Стать самому муравьем и рассказать об этом другим муравьям на их языке. Скотт, я прошу тебя стать человеком-муравьем. Да, друзья, христианство уникально именно тем, что оно рассказывает о Боге, который смог найти общий язык с человеком. Более того, Он сам стал человеком, чтобы рассказать о себе. И в этом, кстати, состоит кульминация христианского откровения. А теперь важная цитата из нашего катехизиса. В Новом Завете откровение достигает полноты в единородном Сыне, сущем в недре Отчим и открывающем Отца. Сам Иисус говорит: «Видевший Меня видел Отца», и этим утверждает, что Он и Отец одно. Будучи образом невидимого Бога, Христос приносит нам полноту откровения. Христос, истинный Бог и истинный человек, являет в себе также и образ совершенного человека. Церковь верует, что существует лишь одно божественное откровение людям, полноту которого принес и передал Иисус Христос, так что нет иного откровения. Конец цитаты. Друзья, вновь прошу нажать паузу для осмысления и присвоения информации. Итак, если воплощенный Сын Божий является вершиной божественного откровения, то резонно поставить вопрос: а что тогда находится у подножия сей горы? Катехизис сообщает, что Бог открывает нам себя разными способами, а именно в своем творении и в истории. Это откровение передают нам священное предание и священное писание, то есть Библия. Но это, друзья, тема нашего следующего урока. Если вам нравится формат наших уроков, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. И в любом случае напишите и обоснуйте в комментариях ваши мысли на данную тему. Всех целую и обнимаю и жду в следующем видео.